К микрофону приглашается начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Саха-Якутия, старший советник юстиции Сергеев Иван Анатольевич. Он выступит с темой «Актуальные вопросы профилактики и противодействия кибермошенничеству в регионе». Добрый день, уважаемые друзья. Да, действительно, у меня актуальные вопросы профилактики и противодействия кибермошенничеству в регионе. В последние годы фиксируется постоянный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе корыстной направленности. Жители страны и уже не только пожилого возраста повально становятся жертвами телефонных мошенников. По итогам 10 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 3700 преступлений, совершенных с использованием так называемых информационно-телекоммуникационных технологий. Удельный вес таких преступлений у нас составил 33%. По Российской Федерации выше 39%. С использованием сети интернет и средств мобильной связи совершено 1998 дистанционных мошенничеств. Жертвами таких преступлений стали 1702 гражданина республики. Если в целом по итогам прошлого года в результате преступных действий мошенников якутяне потеряли 811 миллионов рублей, то в этом году данная сумма составила уже порядка 899 миллионов. Таким образом, проблема кибермошенничества остается актуальной и социально острой темой, требующей комплексного решения. Вопросы противодействия кибермошенничеству являются одним из приоритетных и не теряют своей актуальности. Особое внимание прокуратуры республики уделено вопросам профилактики преступлений, связанных с дистанционными хищениями денежных средств граждан, обеспечения информационной безопасности и повышения финансовой культуры. Как показал проведенный анализ, потерпевшим от таких преступлений становятся не только излишне доверчивые граждане преклонного возраста, как мы думаем, пенсионеры, но и молодые люди с высшим образованием, имеющие постоянное место работы. Это к ним относятся учителя, преподаватели, медицинские, социальные и даже банковские работники подпадают под это, работники органов местного самоуправления, крупных промышленных предприятий. При этом большинство потерпевших по уголовным делам ранее владели сведениями из средств массовой информации об имеющихся фактах дистанционного мошенничества, но не знали в точности о способах совершения обманов, что говорит о недостаточной проводимой нами всеми профилактике. Важнейшим аспектом противодействия преступлениям данного вида остается профилактическая деятельность, одно из основных направлений, которое информирование населения о способах хищений и методах их пресечения. Специфика дистанционного мошенничества требует постоянного развития и корректировки существующих методов профилактики мошенничества и создания новых подходов к такой деятельности. Если на основе сегодняшнего нашего совещания хотя бы мы 10 преступлений предотвратим, то можно сказать, что наше совещание каким-то образом уже достигло своих целей. В прокуратуре республики на регулярной основе проводится работа по профилактике данного вида преступности. Так, в текущем году наша работа проведена с упором на доведение до населения республики постоянно меняющихся способов совершения исследуемых преступлений, повышение финансовой грамотности и цифровых компетенций населения. Информация о новых способах совершения дистанционных мошенничеств доводится до жителей республики путем размещения соответствующих материалов и публикаций, в том числе видеороликов с участием пострадавших преступлений в средствах массовой информации, в социальных сетях Telegram и WhatsApp, интернет-группах и сообществах муниципального уровня, а также проведение встреч с трудовыми коллективами и населением. Эффективно себя зарекомендовали приглашения и опросы руководством прокуратуры республики и потерпевших с ущербом от преступного посягательства на сумму свыше 1 миллиона рублей. В ходе бесед выясняются новые способы мошеннических действий, которые в оперативном порядке потом через средства массовой информации доводятся до широкого круга населения. Ход расследования уголовных дел ставится на контроль, в последующем регулярно заслушивается на оперативных совещаниях с участием руководителей следственных и оперативных служб МВД. Одна из распространенных схем, при которой жители республики несут самые большие финансовые потери, это звонок псевдосотрудника банка или правоохранительного органа о том, что деньги гражданина находятся под угрозой хищения, для предотвращения которого необходим перевод сбережений на безопасный счет. Либо сообщение о том, что злоумышленники взяли на имя потерпевшего кредиты. Для предотвращения потери денег предлагается оформить кредит, полученные наличные деньги предлагается перевести на безопасные счета через банкоматы. Аналогичным образом происходит хищение под предлогом участия в специальной операции.
Необходимо отметить, что аналогичные преступления регистрируются практически ежедневно. Несколько различаются способы вовлечения потерпевшего в комбинацию. В последнее время фиксировались факты создания лжеаккаунтов руководителей организаций, где работают потерпевшие, мессенджеров WhatsApp и Telegram, и сообщение просьбы от этого руководителя поговорить с сотрудниками Банка России, ФСБ или МВД по поводу некой ситуации, возникшей в коллективе. Затем следует звонок от представителя правоохранительного органа с сообщением о финансировании вооруженных сил Украины со счета потерпевшего, либо, как в приведенном выше случае, оформление несанкционированных кредитов. Далее следует стандартная схема по направлению денег на безопасный счет. На первый взгляд, поведение потерпевших выглядит нелогичным. Препятствуя якобы оформляемому кредиту, они получают другой кредит. И затем наличные деньги помещают через банкомат на предложенный мошенниками счет. Однако детальный анализ материалов уголовных дел, беседы с потерпевшими позволяют объяснить такое поведение жертв телефонных мошенников. Во-первых, все опрошенные по прошествии событий признали, что действовали нелогично, но ими двигали сильные эмоции в виде страха, потери крупной суммы денег, обвинений в преступной деятельности, в данном случае финансирование, опять же, ВСУ и многое другое. При этом страх подкреплялся авторитетом звонившего, специалиста отдела безопасности банка, сотрудника Банка России, Следственного комитета, ФСБ, МВД и других. Нередко разговор переводился на сотрудников правоохранительного органа, которые сообщали, что проводится специальная операция по поимке мошенников, и за отказ и участие предусмотрена уголовная ответственность. Во-вторых, в период всех событий жертв держат под постоянным слуховым контролем, применяя различные способы психологической манипуляции. Например, дают понять, что все происходит в интересах клиента, иногда предлагают прервать общение и самостоятельно заниматься решением проблемы и многое другое. В-третьих, активно используются онлайн-банки официальных учреждений. Потерпевшие через мессенджеры получают оформленные на свое имя различные страховки на получаемый и переводимый кредит, талоны регистрации и сообщения о преступлении, справкой об открытии безопасного счета, о финансовом инциденте, для решения которого закреплен сотрудник учреждения, фотографии служебных удостоверений. Документы снабжены печатями организаций, подписями должностных лиц. Попав в массированную психологическую и техническую атаку, потерпевшие совершают вышеприведенные нелогичные действия и затем буквально часами переводят наличные деньги, а иногда и днями, переводят наличные деньги через банкомат на счета мошенников. А протрезвление настает лишь после потери крупной суммы, когда эмоции уже улеглись. Причем жертвами этих преступных схем, как было указано выше, становятся граждане разных возрастов и разного социального положения. Несомненно, психологический портрет жертв IT-мошенников в целом требует отдельного изучения. Анализ приведенных иных особенностей позволяет сделать вывод о том, что преступления подобного рода совершаются членами организованных преступных формирований, то есть в одиночку такие преступления не совершаются. Масштабная деятельность, как правило, осуществляется организованными преступными группами, куда входят лица, осуществляющие работу в колл-центрах, дислоцирующихся за рубежом. Участники этих групп на потоке обзванивают доверчивых граждан и под различными предлогами, в том числе о которых шла речь выше, убеждают осуществить перевод денег на предложенные счета. Либо, получив персональные данные ваши, сами осуществляют такой перевод. Далее в преступную деятельность включаются группы, занимающиеся запутыванием финансовых следов и обналичиванием похищенных денег, за вычетом процентов за свою незаконную деятельность. Также в состав преступных организаций входят лица, занимающиеся ведением бухгалтерии, технической безопасностью и поддержкой, руководителями различного звена. Так, по результатам мониторинга оперативной сводки в прокуратуре республики была приглашена некая пенсионерка К, у которой под предлогом перевода на безопасный счет денег было похищено 8,7 миллионов рублей. По результатам личного приема ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль. На оперативном совещании заслушаны члены следственной оперативной группы, осуществляющие комплекс первоначальных следственных действий. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вскрыты две группы. Обнальщики, осуществляющие на территориях Омской и Челябинской областей деятельность по выводу денежных средств в пользу организаторов подобного вида преступлений. Так данные лица подыскивали среди малообеспеченных граждан людей, то есть дропов, согласно за небольшое вознаграждение, всего до 5000 рублей, оформить на себя банковскую карту и передать ее фигурантам.
Номер карты доводился до участников схемы, и именно на эти карты потерпевшие переводили свои сбережения, либо полученные кредитные средства. В дальнейшем деньги граждан обналичивались в банкоматах и различными способами за вычетом процентов за оказанную криминальную услугу направлялись в пользу бенефициаров обширных схем IT-мошенничеств. 3 организатора сети обманщиков были задержаны, впоследствии заключены судом под стражу. В ходе обысков изъято 815 тысяч рублей и множество банковских карт, оформленных на третьих лиц, так называемых дропов. Кроме того, техническими мероприятиями удалось установить колл-центр, откуда производили звонки потерпевшей. Место дислокации Украина, город Днепр. Также в практике правоохранительных органов Якутии отмечались факты выявления лиц, осуществляющих эксплуатацию специальных аппаратно-программных комплексов и устройств по активации сим-карт, так называемые сим-боксы, сим-банки, производящих мобильную коммуникацию между злоумышленниками и потерпевшими, что исключает необходимость использования подменной телефонии. Аналогичные факты фиксировались в иных регионах страны, причем данная деятельность координировалась, как правило, из-за рубежа, преимущественно с территории Украины. С учетом обозначенной специфики установления и задержания лиц, осуществляющих масштабную организованную преступную деятельность, похищение средств граждан с использованием высоких технологий значительно осложняется. Таким образом, основной вектор в работе по противодействию лазерным преступлениям, на наш взгляд, должен быть сделан на профилактику. Причем данная деятельность не должна ограничиваться лишь информированием населения о способах действия кибермошенников. Опросы свидетельствуют об информированности потерпевшего о данной проблеме еще до совершенного в отношении преступного деяния. Полагаем, что необходимо внесение существенных корректив в работу кредитно-банковских учреждений, закрепленных на законодательном уровне, поскольку именно в офисах обслуживания физических лиц имеется реальная возможность предотвращения преступного посягательства в отношении потерпевшего путем распознания подозрительности поведения клиента и отказа в выдаче кредитных средств. На необходимость добросовестного и осмотрительного поведения банков указывает в своем решении и Конституционный суд Российской Федерации. В частности, к числу обстоятельств, при которых кредитная организация в случае оформления кредитного договора надлежит принимать повышенные меры предосторожности, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентам кредита и незамедлительная выдача банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица. Более того, с учетом доступности кредитов, широкого распространения онлайн-кредитования, необходимо усложнение механизма получения денег физическими лицами. С учетом изложенного предлагается, во-первых, на законодательном уровне обязать кредитно-банковские учреждения на проведение работы по распознанию поведения клиента под воздействием злоумышленников в помещениях обслуживания физических лиц. Вариантом решения этой задачи может служить введение в штат банка должности психолога и проведение им работы заемщиков на предмет осуществления последних действий по свободному волеизъявлению. Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что при должной предусмотрительности кассиров-операционистов были предотвращены мошеннические действия под прикрытием участия в специальной операции. В тех же случаях, когда операционист ограничивался чисто формальным предупреждением о киберсхемах, эффект не наступал. Во-вторых, мы предлагаем, что необходимо введение института поручительства при выдаче кредита на сумму более 500 тысяч. Этот институт поручительства ранее существовал, но потом его убрали. Поскольку подавляющее большинство мошеннических схем, приводящих к крупным финансовым потерям, было сопряжено с вовлечением граждан в инвестиционную деятельность, либо специальную операцию с запретом на разглашение ситуации третьим лицам. Потерпевшие могли неделями оставаться в изолированной ситуации, подвергаясь массированному психолого-техническому воздействию. Следует отметить, что данные схемы в различных их вариациях реализуются на протяжении последних 4-5 лет. Введение данного института позволит в большинстве случаев разрушить замысел преступной комбинации ввиду того, что поручители будут заинтересованы в выяснении целей получения займа. Я сам неоднократно опрашивал людей пожилого возраста, но имеющих высшее образование и являющихся преподавателями. Некоторые и в школах учили, некоторые и в вузах. До того им запудрились мозги, и они уже сами не знали, как доходили до банка. И прежде чем дойти до банка, они еще мошенника останавливали за 100 метров до банка. Специально говорили, 100 метров останется до банка, вы нам еще телефон поднимете, мы созвонимся. Созванивались, и они еще раз инструктировали перед зайти как операционный зал, чтобы они зашли и какую версию предложили работникам банка.
Работник банка, например, спрашивает у них: да, бабушка, вот зачем вам столько кредита, то еще 5-10. Она уже заучена, говорит, что мне для приобретения дачного участка, мол, соседи срочно уезжают, и мне, как старому знакомому, этот земельный участок достанется, ну, подешевле или что-то в этом роде. И они были до того как бы убеждены, что потом мы опрашивали банковских работников, и те говорят: ну, тут невозможно было человека переубедить. Он стоял и стоял на своем. То есть массированная психологическая атака с той стороны идет очень такая грамотная, видимо, на основе каких-то научных разработок и так далее. То есть сопротивляться, противодействовать им очень и очень трудно. Причем это распространяется не только на пенсионеров, но и, скажем, на все слои населения. То есть ключ находят, это же психологи, ключ находят, они могут и вас в том числе обмануть. В-третьих, нередко на практике фиксировались факты выдачи крупных кредитов малообеспеченным лицам. Так, инвалид второй группы, получающий ежемесячное пособие в размере 39 тысяч рублей, через онлайн-предложение одного из банков получил кредит в сумме 1 миллиона рублей, который, обналичив, тут же через банкомат перевел мошенникам. При выяснении возникшей ситуации представитель банка сообщил, что имущественное положение заемщика проверяется в автоматическом режиме бот-программой, то есть не человек проверяет, которая в короткий промежуток времени осуществляет десятки запросов в различные органы с целью проверки кредитоспособности клиента. Однако программа несовершенна и примерно в 20% случаев выдает ошибку. Полагаем необходимым в аналогичных случаях материальную ответственность возлагать на банки, снимая бремя погашения кредита с малообеспеченных и социально незащищенных граждан при установлении факта сбоя в работе программы банка. В-четвертых, требуется внесение корректив в механизм формирования и использования сведений о кредитной истории физического лица, регулированным федеральным законом о кредитных историях. В настоящее время от момента получения займа до поступления информации в Центральный каталог кредитных историй проходит не менее 3-4 дней. Вместе с тем, нередко, находясь под психолого-техническим воздействием, потерпевшие в течение одних суток, переходя из офиса в офис, получали крупные кредиты, моментально направляли деньги через банкоматы злоумышленникам. Так, пенсионерка З в течение суток получила кредиты в 7 различных банковских учреждениях, расположенных в центральной части Якутска, на общую сумму 3,7 миллионов рублей. Соответственно, из-за взаимосвязанных положений статьи 5 и 10 названного федерального закона, информация централизованной системы из многочисленных бюро кредитных историй попадает лишь по окончании 4-го рабочего дня. Требуется корректировка данного срока на незамедлительно и законодательное закрепление на блокировку второго кредита в один день. Несомненно, внесенные предложения по усложнению механизма кредитования физических лиц в не лучшую сторону отразятся на кредитном портфеле банков. Вместе с тем, с учетом криминогенной обстановки и приведенной специфики масштабной деятельности организованных преступных формирований по хищению средств граждан с использованием этих технологий, полагаем, что в приоритете общественно-публичных интересов должна стоять защита прав и свобод наших граждан от преступных посягательств. Ну а мой вам совет, чтобы вы довели до своих родителей, родственников, чтобы телефонные звонки от незнакомых номеров не брали. Если кому-то хочется до вас дозвониться, они все равно через WhatsApp напишут или что-то вроде, или через вас дозвонятся, и, соответственно, что они хотят, искомая информация будет до них доведена. У меня все. Спасибо за внимание.